Для устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов Путин предложил направить в регионе 200 миллиардов рублей. В Алдане новый случай заражения коронавирусом. В вахтовом поселке Чуиндинского месторождения серьезный очаг заражения. Якутяне на карантине за рубежом. Как проходит самоизоляция наших земляков. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В список системообразующих предприятий, по мнению главы государства, должны быть включены исключительно важные для всей национальной экономики предприятия. Об этом Владимир Путин отметил в ходе заседания с членами правительства России. Для более 1000 крупных предприятий предложено предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Такая поддержка, отметил президент, даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. По словам президента, ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России. Также Путин предложил направить в регионы 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причем, по словам Владимира Путина, у регионов должна быть возможность гибко использовать эти средства, в том числе направлять их на реализацию своих мер поддержки занятости и деловой активности. Причем у субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям. Уважаемые коллеги, вновь повторю, ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Тем временем меры по обеспечению устойчивого функционирования системообразующих предприятий республики рассмотрены в ходе рабочего совещания у главы Якутии. В настоящее время 2 предприятия республики Алроса и Якутуголь включены в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Айсан Николаев сообщил, что в адрес федеральных органов власти Якутии направили предложение по включению в перечень авиакомпанию «Якутия», «Колмар», «Селигдар», ЖКХ, «Саханефтегазбыт» и «ЕТЭК». Также он отметил, что в республике утвержден свой актуализированный перечень системообразующих организаций, куда включены 98 предприятий. Один новый случай коронавируса подтвердился в Алдане. Об этом на брифинге сообщил глава региона Айсан Николаев. Таким образом, в Якутии официально зарегистрированы 36 случаев коронавируса, 15 пациентов выздоровели, 21 человек продолжает лечение в больнице. В регионе за последние сутки провели более 1000 проб на COVID-19. Хочу сказать, что для того, чтобы проводить лечение на высоком уровне, у нас вот больные из Горного Улуса двое, и из Вилюйского Улуса сейчас доставлены и проходят лечение у нас здесь, в городе Якутске. Состояние всех больных, оно в целом стабильное, кроме одной вот женщины, которая у нас по Якутску была выявлена. Здесь состояние средней тяжести, но врачи держат ситуацию под контролем. Были и подключения аппарата искусственной вентиляции легких, но и проводятся постоянные телеконсультации с московскими ведущими институтами по дальнейшему ведению лечения.
Что касается вахтового поселка Чаиндинского месторождения, то там, вероятнее всего, серьезный очаг заражения, так как информация о возможном инфицировании не была своевременно передана в оперативный штаб. Значительную часть работников с подозрением на COVID-19 увезли в Ноябрьск, где они сдали анализы и ждут результатов. Ну и сегодня в больнице города Ленска находится 3 больных с коронавирусной инфекцией именно с Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. По еще 3, которые были доставлены туда позже, пока анализы отрицательные. Поэтому эта работа будет продолжаться. Сегодня в течение суток ряд решений мы должны будем на оперативном штабе республиканском по согласованию уже с руководством «Газпрома» уже принимать, в том числе ряд ограничительных мер. Вот. Сейчас уже, в принципе, въезды в поселке вахтовые уже закрыты, но вместе с тем мы понимаем, что для дальнейшего проведения анализов, для дальнейшего лечения больных, конечно, надо же принимать еще дополнительные меры. Что касается столицы региона, Айсен Николаев просит и дальше соблюдать режим самоизоляции, так как круг контактных лиц одной из зараженных до конца не выявлен. А сейчас о ситуации в Алдане расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Еще один случай коронавирусной инфекции, он подтвержден, но это совершенно другой круг, отличный от предыдущих. Более подробнее главный санитарный врач Алданского района Алексей Селютин. Да, действительно, у нас пришли результаты лабораторных исследований, где еще один человек подтвержден на наличие новой коронавирусной инфекции. Связь с ранее заболевшими людьми у него не установлена. Круг его общения мы устанавливаем на сейчас. Это 5 человек по работе и по месту проживания. Остальные контакты будут установлены. Все они сегодня будут помещены в обсерватор, где у них проведется отбор проб для проведения лабораторных исследований и будут составлены ПИТ-карты для установки их контактов. Ситуация нарастает, мы следим за развитием событий. Выдан первый сертификат на государственную поддержку в виде материнского капитала. Отделение Пенсионного фонда по Якутии приступило к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами в ПФР. Это означает, что после появления ребенка сертификат будет оформлен автоматически по сведениям ЗАГСа, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. По реализации указа президента Владимира Путина о выплате 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет приняты первые решения в Чурапчинском улусе. Остров Харт – традиционное место погребения нью-йоркской бедноты. Сейчас здесь ежедневно хоронят в братских могилах столько же усопших, сколько раньше за неделю, рассказывает Елена Островская. Власти Нью-Йорка больше 150 лет используют остров Харт, расположенный к востоку от Бронкса, как кладбище для бедняков. Обычно раз в неделю здесь хоронили около 25 человек, бездомных и тех, у чьих семей не хватило денег на погребение. Сейчас, когда Нью-Йорк является крупнейшим в мире центром распространения COVID-19, примерно столько же гробов ежедневно зарывают на острове в братские могилы. Раньше эту работу за небольшие деньги выполняли заключенные из расположенной неподалеку тюрьмы. Но теперь, опасаясь эпидемии в исправительном учреждении, власти привлекли к захоронению стороннюю компанию. США обошли все остальные страны по числу инфицированных новым коронавирусом. Впервые в истории страны чрезвычайное положение объявлено во всех штатах. Количество заболевших COVID-19 ко вторнику приблизилось к 600 тысячам. Больше 23 тысяч человек скончались, свыше 7 тысяч из них в Нью-Йорке. В России число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи человек, а в мире оно вплотную приблизилось к отметке в 2 миллиона. Как переносят карантин якутяне, живущие в заграничных странах, знает Айсена Бурнашова. Это был шок. Здесь началась паника, конечно. Неделя была паники. Все раскупали. Так Германия встретила пандемию коронавируса, вспоминает Иванна Ильина-Фроликов. Якутянка уже много лет живет в Гамбурге и ни разу не видела такого смятения.
Всегда аккуратные и педантичные немцы, как в последний раз, боролись в супермаркетах за продукты и средства первой необходимости. Пусто, пусто. Вы представляете, люди как ненормальные скупают все. К счастью, сейчас это все позади, и отчасти благодаря немецкому законопослушию в стране разрешено выходить из дома не только в магазины или аптеки. Мы гуляем, нам разрешают гулять с детьми. Конечно, все детские площадки у нас закрыты, торговые центры закрыты, школы, садики закрыты. А в жаркой и солнечной Турции с прогулками дела обстоят куда иначе. Возраст запрета выхода на улицу там сократили аж до 20 лет. А в выходные это правило и вовсе действует абсолютно на всех. За нарушение комендантского часа в Турции предусмотрены крупные штрафы, делятся с нами якутяне. То есть дошло уже до таких жестких мер. Если ситуация не будет улучшаться, то сказали, что вообще могут еще больше это сделать. У нас есть здесь землячество, да, у нас есть ассоциация, созданная в Стамбуле. Уже больше стало семей, проживающих. Как они, да, но в основном как бы все перешли в онлайн. Кто хотел, смогли выехать. То есть это не проблема. Крутое пике наблюдается в Испании, которая еще совсем недавно лидировала по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Вспышка пандемии идет на спад, и ситуация уже улучшается. В стране даже открылись заводы и фабрики, и около 3 миллионов испанцев вышли на работу. Буквально вчера разговаривала с нашей землячкой, якутянкой из Мадрида. Она сказала, что ситуация вполне спокойная, и люди себя ведут адекватно. На родине кориды и кастаньет якутяне проживают давно. К примеру, на одном только побережье Коста-Бланки в провинции Аликанте целых 6 семей из Якутии. Среди нас заболевших нет. Хотя в наших кругах есть и очень пожилые люди, видим, за 70, но мы стараемся соблюдать все меры карантина. Случаев заражения среди наших, слава богу, нет. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, заразившихся коронавирусом во всех странах мира, приближается к 2 миллионам. И, пожалуй, в эти тяжелые дни карантина и самоизоляции всех жителей планеты объединяет желание скорее вернуться к прежней жизни и забыть о коронавирусе, как о страшном сне. Первый же день я думаю, что поеду к морю и вдоволь надышусь. Я вообще мужу сказала, давай, как это все закончится, мы встретимся всей семьей. Надо это сделать, со всеми увидеться, потому что действительно этого не хватает. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Германия, Турция, Испания. Слова поддержки Алдану записала в видеообращении землячка из Москвы, актриса, исполнительница роли Кэт в культовом фильме «Брат» Мария Милютина. Привет, мои дорогие, любимые алданцы. Маша Милютина приветствует вас. До меня дошли очень плохие новости, что вы соблюдаете карантин не очень ответственно. А это сейчас крайне безответственно, вот так бы я выразилась. Я нахожусь в Москве и уже 30 дней на жестком карантине. Это утомительно, особенно для деятельных людей, а мы все с вами деятельные, это практически невыносимо. Но момент сложный, и сложно всем, поэтому посидите, пожалуйста, дома, потому что если вы никуда не пойдете, вы не заболеете сами, а если вы болеете, то вы не заразите никого. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, не болейте. Русская и белорусская православные церкви призвали верующих встречать Пасху дома из-за эпидемии коронавируса. В Московской епархии богослужения будут совершаться только при участии клира. В белорусские храмы не будут закрываться. Прихожан, которые вопреки увещеваниям все же придут на службу, просят соблюдать дистанцию. В Киево-Печерской лавре, где скончались 2 монахов и заразились более 90 человек, ужесточен карантин. Подробности у Сергея Берец. Московские храмы закрыты в Страстную Седмицу. Богослужения совершаются только при участии клира, а также тех сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Это делается в соответствии с циркуляром митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии. Церковь выполняет требования санитарных властей не проводить массовых мероприятий с большим скоплением людей в качестве одной из мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В условиях распространения инфекции по благословению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла оставшиеся дома верующие смогут самостоятельно совершить благословение куличей, пасх и яиц для праздничной воскресной трапезы.
Следует трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых», затем окропить снедь святой водой, если она есть, со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Белорусская православная церковь не планирует закрывать храмы, но ее глава, митрополит Минский и Заславский Павел, призвал свою паству воздержаться от посещения богослужений. Если люди все же придут в дома молитвы, им следует соблюдать безопасную дистанцию. Но лучше для всех оставаться дома, отметил владыка. Поверьте, Господь слышит наши даже мысли, наши вопли, воздыхания, даже не высказанные словами, а только в уме, в чувствах, в сердце. Точно так же и наши молитвы, даже если мы их совершаем дома, о наших усопших, Господь их слышит. Поэтому... Из-за вспышки коронавируса среди монахов Киево-Печерской лавры древняя святыня закрыта на карантин. По имеющимся данным, заболели более 90 насельников. 2 из них скончались. Диагноз COVID-19 поставлен наместнику лавры митрополиту Павлу. Московского патриархата не подтверждает, что кончина монахов и госпитализация владыки связаны с коронавирусной инфекцией. Со вторника режим карантина ужесточен. На входах несут службу наряды полиции и Национальной гвардии, а также дежурят медики. Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Ануфрий сказал в видеообращении, что пасхальные богослужения будут транслироваться по телевидению. Верующие, которые придут на них, в храмы не попадут, но смогут помолиться на улице с соблюдением всех санитарных норм. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.